Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. В мире всегда существовали мошенники, которые умудрялись похищать средства и ценности в самых разнообразных масштабах. Постепенная информатизация мира привела к появлению нового вида злодеев – кибермошенников. Мы об этом уже говорили в нашей программе, обсуждали. Несмотря на это, с начала 2023 года наши граждане уже понесли финансовые потери. По данным МВД Республики, за новогодние каникулы зарегистрировано свыше 20 заявлений якутян о дистанционном хищении денежных средств. А в минувшем году сумма украденных граждан денег составила 255 миллионов 700 тысяч рублей. Поэтому сегодня мы решили еще раз поговорить на эту тему и разобраться с самыми популярными видами мошенничества, чтобы в будущем защитить себя и свои деньги от потерь. Также поговорим о том, как противостоять мошенникам. И для этого мы пригласили в студию сегодня заместителя управляющего отделением Банка России по республике Андрея Анатольевича Гриднева и заместителя начальника отдела управления уголовного розыска МВД по республике Алексея Сергеевича Мударисова. Здравствуйте. 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 И сразу же первый вопрос. Почему активизировались мошенники? Почему наше население очень доверяет мошенникам? Как вы думаете? Ну, смотрите, мы сейчас живем в цифровом мире, да, и масштабы, скажем так, проникновения в нашу жизнь интернета и цифровых технологий, они очень велики и постоянно расширяются. И, безусловно, вот в этом океане информационных технологий имеют место быть мошеннические действия, то есть мошенникам, по большому счету, с использованием технологий, потому что они не стоят на месте, мошенники, и они порой даже вот в нашей борьбе с ними, да, мы видим, что они практически на шаг впереди. То есть мы вынуждены догонять, учитывать, скажем так, их профессионализм, их психологическую способности, потому что они действительно очень такие серьезные психологи. И поэтому, чем больше мы находимся в онлайне, тем больше рисков именно попадания под влияние мошенников мы видим. А какие новые методы появились сейчас и на какие попадались наши граждане? Ну, мошеннические схемы, они, в принципе, однообразны. Понятно, что мошенники постоянно придумывают какие-то новые вещи, но базовый сценарий, он один и тот же. Да? Это выманить, завладеть деньгами гражданина. Вот. По схемам Алексей Сергеевич, наверное, пояснит. Да. Ну, схемы, они видоизменяются маленько, но основная система у мошенников – это влияние на эмоции потерпевшего, то есть они управляют жадностью и страхом. То есть это два фактора влияющих. Да? По схемам, первая схема такая, она глобальная, большая. У нас поражена этой схемой вся республика. Это когда мошенники представляются сотрудниками различных известных банков. Вот. Вторая схема, такая тоже на втором месте у нас стоит, это мошенничество с использованием таких торговых площадок, как Авито, Юла, Доска ИКТ, Дром. Онлайн-продажи. Да. Когда, я простыми словами объясню, чтобы человеку это было понятно, да, зрителю, когда человек размещает объявление, например, о продаже какой-либо своей ненужной вещи на Юле, на Авито и так далее, да, звонит мошенник и говорит, что я у вас хочу приобрести эту вещь. Вот. Для того, чтобы я у вас приобрел эту вещь, я сейчас вам отправлю ссылку, вы пройдите по этой ссылке, заполните данные своей банковской карты, и я отправлю вам деньги. Мошенник отправляет ссылку человеку, продавцу, да, потерпевшему. Потерпевший проходит по этой ссылочке, заполняет номер банковской карты своей, CVV-код, срок действия карты. И думая о том, что сейчас придут ему денежные средства, они у него, наоборот, похищаются. То есть он тем самым дает доступ к своему личному кабинету. Это вторая такая схема.
Я зрителей прошу учесть и обратить внимание тоже к этой схеме, чтобы избежать подобных случаев. Там на таких вот площадках, как Юла, Авито, есть специальные сервисы, которые обеспечивают гарантию по совершению сделки. Третья схема, такая сейчас у нас тоже пошла довольно такая обширная, это инвестиции. Инвестиции в ценные бумаги, инвестиции в криптовалюту. Значит, как вообще находят вот эти вот сайты, да? Но они обычно рекламу делают в сети интернет, что вот высокий заработок, высокий Газпром инвестиции, Тинькофф инвестиции, вот такие громкие такие. Доверяют. Да. И также в телеграм-каналах. Вот у нас вот появилась вот сейчас в последнее время такая Даяна Захарова. Даяна Захарова, вот якобы вложение в инвестиции, в криптовалюту, то есть она собирает деньги у населения, и на самом деле люди деньги не видят. Вот у нас уже несколько эпизодов собрано, поэтому я прошу тоже обратить на это внимание, не вестись на данную провокацию, да. Еще одна схема у нас такая, я тоже хочу ее затронуть, это когда сейчас у нас попадаются таксисты, которые используют индрайвер. Да, то есть мошенник вызывает индрайвер, через индрайвер машину, ставит специально высокую цену, вот, и говорит, что я сейчас вам отправлю деньги на вашу карту, только вы мне скажите код, смс-код. Ну, человек называет коды, опять же, мошенник получает доступ к карте водителя, да, и похищает денежные средства. Ну, еще одна схема тоже такая, она банальная, но тем не менее она рабочая. Это различные фишинговые сайты, всем известные, да, интернет-сайты, где все мы покупаем авиабилеты, какие-то, да, там, какие-то товары, услуги. Вот, фишинговый сайт — это вот просто похож на оригинальный сайт, но только там изменено название какое-то там незначительное. И человек не видит это как в наименовании сайта и попадается на мошенников. Вот, ну, по схемам, в принципе, вкратце вот так вот. Ну, вот и я дополню, да, с вашего позволения, по поводу того, что вот в Центральном банке есть, значит, такая программа «Финцерт», да? И в двух словах это возможность блокировки мошеннических номеров телефонов и мошеннических сайтов. Вот только по статистике вот за 9 месяцев 2022 года Банком России было заблокировано порядка 500 000. Представляете, 500 000 телефонов мошенников, телефонных номеров. И порядка 5000 мошеннических сайтов. Это вот приблизительно вот такая цифра. Ну, сами понимаете, да, какая картина. Так что в этом направлении и Банк России, и Министерство внутренних дел Российской Федерации ведут очень напряженную и интенсивную работу. В один прекрасный день нашей героине, доверчивой гражданке, позвонили мошенники. Представившись сотрудниками банка, поздравили с тем, что ей одобрен кредит. А когда она ответила, что не просила заем, ей объяснили, что для отказа от кредита надо назвать СМС-код. Клиентка продиктовала цифры, а потом обнаружила, что кредит-то ей выдали, но деньги тут же были переведены на неизвестный счет. Мошенники еще не пойманы, а дама осталась ни с чем и обратилась в свой банк. Но банк был категорически против требований своей клиентки. По его мнению, гражданка сама виновата. Она должна была держать СМС-коды в тайне. А история такая. Женщина пользовалась электронными сервисами банка. После звонка мошенников она сообщила им 2 кода, которые пришли ей от банка. По первому коду банк заключил с ней договор страхования и одобрил кредит на 200 000 рублей. А по второму коду всю эту сумму мошенники перевели на неизвестный счет в другом банке. Когда дама сообразила, что ее обманули, то побежала в полицию. Там завели дело по статье «Кража». Потом пришла в свой банк и заявила, что не заключала кредитный договор и не получала деньги. Ее претензию финансисты проигнорировали. Вот как быть женщине, вот, которая попалась, опять же, вот, на уловки мошенников? А имеет ли она право пойти обратиться в суд, чтобы признать договор недействительным?
Конечно, любой гражданин Российской Федерации имеет право обратиться в суд, в принципе, по любому поводу. Конечно же, необходимо будет данной гражданке доказать, что она была введена в заблуждение, либо она вот провела такую операцию под давлением мошенников. Единственной проблемой может быть то, что действительно она добровольно Сама перевела. сама сообщила СМС-коды мошенникам, да, и вот произошла такая очень неприятная ситуация. Но в суд обращаться можно всегда, ну и, безусловно, надо подать заявление в правоохранительные органы, чтобы они зафиксировали данную ситуацию. Чтобы проверить, Да. ну и найти соответственно, да? Ага. Вот истории вроде разные, а общего все равно как-то много, да, в них. Скажите, вообще есть какая-нибудь особая примета мошенников, там, скажем так? Конечно, есть, да. Ну вот смотрите, мошенники в любом случае Как заводят... вообще человек может ну, опознать, что это звонит мошенники? Если вы все-таки решили взять и снять трубку телефона, да, и ответить на звонок, и вы слышите какой-то голос, что человек представляется работником банка, либо работником правоохранительных органов, других организаций, то в любом случае разговор будет идти о деньгах. Либо о ваших деньгах, о перечислении, либо о получении неких денег, да, потому что мошенники действуют как? Они, вот как уже Алексей Сергеевич вначале говорил, они действительно в основном стараются внушить человеку страх о том, что он может потерять свои деньги. Вот. И, безусловно, будут попытки выяснить какие-то персональные данные и банковские реквизиты. Дело в том, что обычные сотрудники банков, правоохранительных органов, они никогда не будут спрашивать личную персональную информацию, информацию о номере карты, там, банковского счета, CVC-коды какие-то. Да, вот, такого никогда не бывает. И если только человек слышит разговор о деньгах, вот здесь уже есть повод, чтобы завершить разговор, положить трубку и все. Вот опять же у нас недавно был случай, да, буквально вот в январе месяце мошенники нажились на 80-летней пенсионерке на 2 миллиона рублей. Вот пожилая женщина, бедная, она опять же вот подняла трубку, там опять же представились лжесотрудниками банка, и под диктовку женщина опять же все перевела, все сделала. Даже она установила приложение вот какое-то неизвестное, да, и опять же получили доступ мошенники и сняли, вот перевели деньги, 2 миллиона рублей. Потом еще мошенники позвонили и представились сотрудникам ФСБ, обманули алмазодобытчика. Наверное, вы слышали, да, вот эти истории, это из сводок МВД. Вот алмазодобытчик перевел мошенникам 117 тысяч рублей. Опять же, вот лжесотрудники банка ему сказали, якобы кто-то хочет украсть его деньги, и нужно переложить какую-то безопасную ячейку или какую-то кредитную карту. Да? И опять же поверил, перевел, но все-таки в конце концов он понял и побежал в Министерство внутренних дел. Вот. И что вообще вот по этим случаям скажете? Сколько сейчас вообще есть у вас данные какие-нибудь, сколько зарегистрировано, сколько у нас денег там ушли к мошенникам? Если взять январь месяц, у нас уже зарегистрировано 159 преступлений, да, имущественного характера, а в прошлом году данная цифра составляла 156, все равно видим уже положительную динамику. Да. И ущерб, если что касается, у нас в январе уже более 35 миллионов рублей люди потеряли. Да. Это в январе только? Это только в январе, да, это только в январе. Вот, это лишь малая часть. Ну, а что могу сказать вот по поводу первого случая по пенсионеру? Конечно, да, вот это пенсионеры у нас очень такая тонкая тема. Это вот связано вот все-таки с финансовой неграмотностью, конечно, наших пенсионеров. Да. Здесь нельзя скачивать никакие сторонние программы. То есть, скачав вот эту вот программу,
потерпевшая дала доступ к Своим удаленному управлению своего гаджета. То есть просто она скачала эту программу, и преступники воспользовались этим, и, управляя ее гаджетом, похитили у нее деньги. Вот. Ну, ни в коем случае не нужно скачивать никаких программ. Опять же, здесь в данном случае представились сотрудником банка. Сотрудник банка, как сказал представитель банка, да, никогда не будет спрашивать о деньгах, не будет спрашивать о каких-то личных данных, и тем более не будет говорить о том, что необходимо скачать какую-то программу. Но это надо понимать, как-то это надо понимать. По второму случаю, да, где сначала позвонили и представились сотрудникам ФСБ, таких случаев много, да. Представляется не только сотрудникам ФСБ, представляется сотрудникам прокуратуры, представляется сотрудникам МВД. Теперь еще МФЦ стали, оказывается. Да, да. Конечно, человек не верит, да, человек не верит. Они начинают скидывать удостоверения несуществующих сотрудников. Но это тоже надо понимать, ну, какой сотрудник будет скидывать свое удостоверение. Ну, сотрудник правоохранительных органов, он предъявляет удостоверение, когда видит человека вживую. Но никогда, я сотрудник полиции, я никогда не буду звонить и скидывать, тем более, свое удостоверение. Но это надо понимать. Вот. И что касается вот эта вот схема, где сначала звонит сотрудник ФСБ и говорит о том, что сейчас вам позвонит сотрудник банка, это вот сейчас рабочая схема, вот они вот, мошенники прощупали, что это рабочая схема. Почему это рабочая схема? Во-первых, они скидывают удостоверение, люди начинают верить, что да, действительно это сотрудник ФСБ. И, во-вторых, они звонят с телефонов, которые начинаются да, на 8495, либо же они вообще звонят с телефонов, которые действительно совпадают с телефонами дежурных частей, да, дежурных частей МВД, ФСБ, прокуратуры. И человек смотрит в сети интернет, что ему позвонили с такого-то номера, он смотрит, чей это номер, и действительно видит, что это номер дежурной части ФСБ России. Вот. Почему так происходит? Мошенники используют специальную технологию по подмене номера. То есть с помощью этой технологии можно позвонить с любого номера. Поэтому прошу зрителей это учесть. Поэтому в будущем, если к вам позвонили, даже если это позвонили с якутского номера, то необходимо проигнорировать данный звонок. А вообще правда ли, что особо поддаются вот пожилые люди, пенсионеры? Получается же, им кто-то помогает. Вот 70-летняя бабушка, она скачивает приложение совсем неизвестное. Или ей там помогают, там подсказывают. Ей подсказывают мошенники на самом деле. Конечно, конечно, конечно. Пошагово, по алгоритму. А вообще по возрастной группе, да, вот мы постоянно проводим анализ, у нас более 40% у нас попадаются от 30 до 49 лет. Более 40%. Ну и потом уже идет там подкатегории, и тоже порядка 50% у нас, конечно, попадаются пенсионеры, конечно, уже. То есть это потенциальный портрет пострадавших. Да, это на самом деле работающие люди, да, потому что мошенникам они как раз интересны, потому что у них есть деньги, они их зарабатывают. Да. Вот, постоянный доход, пенсия, да? Да, кто-то пытается его нарастить, куда-то инвестировать, и, соответственно, мошенники пользуются такими вещами. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, обладающие следующими чертами характера. В первую очередь это жадность и желание быстрой наживы. Второе это азартность. Азартность в более широком смысле этого слова. Азартный человек любит процесс, например, любит процесс спора. Следующее – это зависимость от чужого мнения и внешних обстоятельств. Такие люди имеют собственного мнения, не умеют самостоятельно анализировать и принимать решения. Четвертое – это высокая внушаемость, податливость, уступчивость. Такие люди, в отличие от предыдущей категории, могут иметь собственное мнение, но не умеют его отстаивать. И пятый пункт – доверчивость.
Как правило, эти люди являются личностями высоконравственными и ждут того же от других. Они склонны верить всему и всем просто потому, что сами не лгут. И последнее, невежественность, недостаточная информированность в той сфере, в которой действуют мошенники. А вот банк как-то может определить мошенническую операцию? Есть специальные подразделения в банках. Конечно же, специалисты обучены и обучаются постоянно, потому что они тоже люди на самом деле. Но банки действуют, вот, допустим, приведу вам пример. Если гражданин в течение определенного периода времени переводит, допустим, я не знаю, своему сыну, который учится в другом городе, там, по 1000 или по 5000 рублей в месяц, да, то есть это такие стабильные операции. И сотрудник банка вдруг видит, что вдруг с этого счета порядка 1 000 000 рублей уходит на какой-то там Киви кошелек, да, или еще что-то. В данном случае сотрудник банка может приостановить операцию, позвонить владельцу счета и уточнить, действительно ли владелец вот этой карты счета, да, делает вот эту данную операцию. Если человек подтверждает, потому что действительно могут быть такие случаи, то операция проходит нормально, успешно. Если нет, то деньги, собственно говоря, сохранены, если вдруг это мошенники. Это хороший, скажем так, хороший кейс в этом плане. И хочу обратить внимание, что некоторые граждане все-таки там обижаются на банки из-за того, что там приостановлен платеж, если он действительно обоснован и оправдан. В данном случае это в чистом виде забота о клиенте. И именно защита от мошенничества. И это не блокировка счета, да, как некоторые думают. Потому что это попадаются и предприниматели, у которых какие-то бизнес-сделки задерживаются. Это просто вот в чистом виде приостановка операций. Ни в коем случае не блокировка. Вот банки таким образом могут предотвратить мошеннические действия, именно отслеживая. А все-таки, если гражданин потерял свои деньги, банк может в чем-то помочь? Это довольно сложная, как говорится, ситуация, действительно. Если мошенники, если человек почувствовал, что его данными банковскими завладели мошенники, необходимо тут же звонить в банк, банк заблокирует счета. По крайней мере, пока приостанавливают. Да, чтобы мошенники не успели. Если они сняли частично, там, не всю сумму, но если сумма ушла, и тем более, если вот эта транзакция и операция была проведена именно самим владельцем счета, вот здесь, безусловно, надо в любом случае обращаться в полицию, чтобы зафиксировать данный факт, но деньги, к сожалению, будет вернуть достаточно сложно. А есть на самом деле вот безопасность счета и кредиты, вот говорите? Нет, вот это самые распространенные вещи, что да, вот, как я уже говорил, пытаются мошенники внушить некий страх за свои сбережения у граждан и говорят о том, что вот проводится какая-то незаконная операция по вашей банковской карте, либо выдан кредит по какой-то доверенности, да, и необходимо срочно перевести либо деньги на специальный какой-то там резервный счет, либо взять встречный кредит, да, для закрытия мошеннической схемы. Я ответственно заявляю, что таких инструментов в природе не существует. Нет никаких специальных счетов, нет никаких резервных счетов, которые якобы защищают средства гражданина от мошенников. И тем более нет такого инструмента, как встречный кредит. Есть просто вот обычный кредит, поэтому не стоит доверять. Вот мы без устали об этом говорим и, в принципе, будем это говорить постоянно, чтобы наши граждане не велись на эту терминологию, да, и повышали свою финансовую грамотность. А сейчас какая вот конкретно определенная вообще вот профилактическая работа ведется по линиям МВД, по линии вот вашего банка, да, вообще банков? Какая вообще работа ведется? У нас есть и утверждена уже в Российской Федерации стратегия, да, по повышению финансовой грамотности. В том числе там идет и работа с гражданами, с населением по разъяснению различных мошеннических схем. И у нас в республике сейчас действует дорожная карта по повышению финансовой грамотности населения. Соисполнители в этой дорожной карте — это и правоохранительные органы, это Министерство финансов, заинтересованные министерства, Министерство образования,
Центральный банк Российской Федерации, вот в лице отделения. Мы эту работу проводим системно, планомерно, выходим совместно в коллективы, в школы, к пенсионерам, вот людям, как говорится, серебряного возраста, и разъясняем все аспекты, которые касаются вот финансовой грамотности, ну и в том числе вот мошеннических схем. Но вообще нужно, наверное, подчеркнуть, что это все-таки психологическое же явление, да, получается. Ну, давление на человека, который, наверное, очень доверчивый, да, эмоционально неустойчивый, может быть. Действительно, как вот Алексей Сергеевич сказал, наверное, человек, ну, жаждется, да, выиграть там большую какую-то сумму, получить, или наоборот боится потерять, да. Вот поэтому, наверное, такие уловки попадаются. Это психология, а мошенники, как мы уже говорили, они действительно хорошие психологи, они знают, как говорится, человеческие какие-то слабости, и люди, ну, в принципе, можно сравнить, есть же такая болезнь лудомания, допустим, да, что человек играет там в казино или в игровые автоматы, и понимая, что он может проиграть, он всегда думает, что вот в следующий раз я вот выиграю что-то. Также и происходит и с предложениями вот от мошенников. Тут тоже, вот, наверное, с этой точки зрения можно тоже объяснить поведение Но наших все же граждан. вопрос у меня все равно есть. Человек вот потерял деньги, да, и не маленькие. А почему он второй раз попадается? Есть даже третий раз попадаются. Вот почему? Ну, беспечность, еще раз говорю, беспечность, действительно невнимательность, да, и вполне возможно попытка восполнить те потери, которые они получили ранее. Ну да, я вот потеряла, Некий риск, может да, быть, верну, да? вот возможно, да, возможно, в этот раз повезет. Но, как мы видим, это происходит зачастую, вообще никогда не происходит. Осторожно, мошенники! Стало известно о новом способе мошенничества. На электронные адреса рассылаются фейковые письма с логотипом бренда центра «Мои документы». Не проходите по ссылкам, не нажимайте на кликабельные кнопки. Будьте бдительны, МФЦ и другие ведомства не рассылают через электронную почту письма с просьбой проходить по ссылкам. Никогда не звонят, чтобы предложить помощь в установке нового приложения и перевода денег на безопасные счета. При обнаружении письма просим проигнорировать его и удалить. А есть вот еще некоторые эксперты говорят, когда звонят, поднимайте трубку, но не говорите «да». Если вы говорите «да», то вы даете согласие на свою, ну, как бы, вообще вот на свои данные, то есть запросто могут уходить деньги там с карты, там, вы передаете добровольно также свои деньги. Есть такое или это миф какой-то? Ну, я попытаюсь объяснить, потому что на моей практике вот таких случаев не было. Если что, Алексей Сергеевич, может быть, меня поправит. Ну, я считаю, что это, наверное, связано все-таки с биометрией, да? Потому что некоторые банки сейчас активно внедряют биометрию. Это распознавание лица, там, глаза, голоса, чтобы человек мог дистанционно, не приходя в офис банка, получить кредит, либо перевести средства во вклад. Даже да? голоса, да? Даже голоса. И, в принципе, я могу предположить, что если человек говорит «да», возможно, мошенники могут воспользоваться вот этой врезкой аудио для того, чтобы попытаться дистанционно, через биометрию, каким-то образом сделать какую-то операцию от лица клиента, который вот это сказал. Но, повторюсь, таких случаев на моей практике не было. Да, я дополню. Действительно, у нас таких преступлений не было тоже зарегистрировано, чтобы по одной фразе были сняты деньги. Единственное, у нас в прошлом году была серия преступлений, когда тоже мошенники под видом сотрудников банка, значит, запускали робота. То есть робот говорит о том, что это там с такого-то банка, для того, чтобы вы переключились на оператора, скажите «да». И человек «да» говорил, и его переключали на мошенника, на колл-центр. Вот. Ну, чтобы денежные средства снимали, нет, такого не было. А есть срок давности какой-нибудь в данной преступности? Да, конечно, есть. Получается, у нас
если мы говорим о краже денежных средств с банковской карты, да, когда человек сам дает доступ к своему личному кабинету и у него крадут деньги, у нас это преступление квалифицируется как статья 159, часть 3, пункт Г Уголовного кодекса Российской Федерации. Это тяжкая статья, тяжкое преступление. Срок давности у нас 10 лет. 10 лет по тяжким преступлениям. Максимальные. Да, 10 лет. Значит, как правило, у нас идут 159 части 2, то есть преступления средней тяжести, это мошенничество, да. У них срок давности 6 лет. 6 лет. Ну и части 1 уже 2 года. То есть это зависит от суммы или Да, это зависит от суммы. организованно? Да, один ли преступник действовал, или они в группе действовали, или организованно это была группа. Это, да, конечно, это зависит. И от ущерба, да. Ну и в конце советы самое главное. Какие могли бы сказать, хотите посоветовать нашим гражданам, Ну, чтобы не потеряли свои кровные заработанные деньги? Совет какой? Да? Безусловно, надо быть бдительными. При хотя бы подозрении, что вам позвонил мошенник, необходимо однозначно сразу прекращать разговор. Не стоит рисковать и как-то с ними заигрывать. Хочу порекомендовать нашим зрителям зайти на сайт Банка России. Там есть сайт Финкульт.инфо, и там есть раздел «Грабли», где приведены случаи, реальные случаи жизни, это и статистика Министерства внутренних дел, и просто граждане рассказывают о том, как они столкнулись с мошенниками, как выходили из этой ситуации. Там есть и негативные примеры, есть и позитивные, когда мошеннику все-таки не удалось обмануть гражданина. И вот эти реальные случаи, они помогут в будущем избежать потерь финансовых. И желательно, конечно, обсуждать это в семье, рассказывать родственникам, друзьям, близким. И тогда, я уверен, мошенникам будет намного сложнее. Спасибо. Что вы скажете, Алексей Сергеевич? Я дополню, да. Ну, вот тоже из анализа, да, если сделать анализ, у нас попадаются люди, которые как-то психологически... Во-первых, у нас попадается больше женщин. Больше 50% у нас потерпевшие это женского пола. Во-вторых, это люди, которые перенесли какое-то горе, какое-то несчастье. То есть это, как правило, вдовцы, вдовы, это одинокие люди. Вот. Как уберечься, да? Как уберечься? Если же вам все-таки позвонили и представились сотрудником банка, например, да? Маленький лайфхак. Если вы владеете национальным языком, отвечайте на национальном языке, то сразу же они прекратят разговор. Вот. Если же вам позвонили все-таки там сотрудники ФСБ, сотрудники полиции, сотрудники прокуратуры, начинают скидывать удостоверения, они настойчиво вводят вас в страх, необходимо прекратить разговор с ними и позвонить в телефон доверия, в полицию, все, дежурную часть полицию, и сказать, что вот мне позвонили с ФСБ, с ГУВД, примите, пожалуйста, меры, проверьте информацию. Просто прекратите разговор и сами перезвоните в телефон дежурной части. И еще хочу сказать, что с банков не звонят. С банков могут позвонить, если я не ошибаюсь, с единственной целью — это прорекламировать какой-то свой продукт. Да. Да, вот с банков не звонят. Это первая схема. Да, по второй схеме, опять же, где мошенники используют Юла, Авито. Конкретно я хочу вам сказать, не проходите ни по каким ссылкам. Есть специальные официальные сервисы, которые гарантируют оформление сделки. Вот, что еще? Ну и не вкладывайте деньги в сомнительные какие-то там организации. То есть есть у нас официальные организации, официальные брокеры, в которых можно, там, не знаю, там лицензированные. Да, лицензированные. На сайте Банка России эта лицензионная деятельность отражена. Да. Ну вот как бы все.
Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче, приняли наше приглашение. И надеюсь, что наши телезрители хоть как-то поняли и воспользуются вашими советами. Ну, спасибо, что затронули такую важную тему. Спасибо большое. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, я вам напоминаю, что сегодня с нами беседовали заместитель управляющего отделением Банка России по республике Андрей Анатольевич Гриднев и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по республике Алексей Сергеевич Мударисов. И еще раз прошу и призываю запомнить, сотрудники банков и представители правоохранительных структур не звонят гражданам с сообщениями о незаконном оформлении кредитов и подозрительной активности на счетах. Они никогда не спрашивают коды из СМС, пин-коды, трехзначные коды с обратной стороны карты. Так делают только мошенники. Если вам поступил подобный звонок, следует немедленно прервать беседу и самостоятельно обратиться в свой банк, либо по телефону 102. Не повторяйте чужих ошибок, не переводите деньги незнакомым лицам. Помните известное выражение «предупрежден, значит вооружен». Будьте бдительны, до встречи ровно через неделю.